Растет число туркменских нелегалов и бомжей по всему миру. За рубежом туркменстанцы вынуждены нарушать местные законы. Тысячи туркменских студентов, выпускников высших учебных заведений, находятся на нелегальном положении. Окончив университеты и получив дипломы, новоиспеченные специалисты, соответственно, должны вернуться на родину. Студенческой визы у них уже нет, и пора бы домой, на родину. Но не тут-то было. Сотни тысяч молодых людей не могут вернуться в Туркменистан. И в этом вина не столько пандемии, сколько туркменских дипломатов, которые еще до карантина прекратили обновлять или продлевать паспорта. Соответственно, с просроченными документами туркмены становятся нелегалами. Эта проблема не новая, она длится годами. Туркменскому Хельсинскому фонду по правам человека рассказали о ситуации одного из таких. 22-летний Омар Аннаев в этом году закончил сочинский филиал РУДН, получил диплом, и его жизнь превратилась в один сплошной кошмар. Он лишился студенческой визы, регистрации и, соответственно, общежития. Из постановления Адлерского районного суда Краснодарского края 17 июля 2001 года в 14 часов 40 минут был выявлен гражданин Аннаев О., который нарушил режим пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ и уклонение от выезда по истечении установленного срока. Обратите внимание, первое обвинение – отсутствие документов. Не по воле Аннаева и его соотечественников у Аннаева нет документов. Туркменские консульства самоустранились от этого вопроса. Уже несколько лет работники туркменских дипмиссий не обновляют паспорта, не продлевают документы. Второе – уклонение от выезда. В правозащитные организации поступает масса писем, в которых туркменистанцы просят помочь с возвращением на родину. Они месяцами обращаются в консульство, годами ждут очереди на выезд, а ВОЗ и ныне там. И Омар очень хочет уехать домой к родителям. Постоянно обращается в туркменское посольство с просьбой дать ему возможность вернуться. Регулярно ходит в миграционную службу по месту пребывания, но ни до кого не может достучаться. Его останавливают, штрафуют и выносят постановление. Руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд постановил признать гражданина Аннаева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ, и назначить штраф в размере 2500 рублей без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Еще пара таких правонарушений, и Аннаев Омар может быть подвергнут депортации. Хотя сейчас в связи с закрытием границ это проблематично. В итоге замкнутый круг и кошмар для тысяч молодых туркменистанцев и их родителей. Ранее генконсул Туркменистана в Казани Атодурды Байрамов заявил, что страна будет закрыта как минимум до 2023 года, и добавил, что выпускников вузов будут забирать вывозными рейсами. Но где эти рейсы? Подобная ситуация с туркменскими гражданами сложилась не только в России, но и по всему миру. Вопрос «почему?». Все очень просто. Официально Ашхабад просто-напросто переложил проблему своих же граждан, созданную туркменскими же чиновниками, на иностранные государства. Последним приходится закрывать глаза на явные нарушения внутренних законов. До каких пор?